С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов, юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи. У работников учреждений, не относящихся к социальной сфере и науке, трудящихся в МЧС, гидробиологов, метеорологов, работников ветеринарной службы, лесников и многих других, зарплаты будут повышены на 3,8%. Окончательное решение о размерах зарплат принимается на региональном уровне главами субъектов. Увеличить оклады и сотрудникам МИДа и госслужащим. Увеличение окладов в октябре ожидает военнослужащих и сотрудников силовых органов, МВД, ФСИН, Росгвардии, таможни, противопожарной службы и других ведомств. Государство будет и впредь укреплять социальные гарантии военнослужащих. Так, с 1 октября 2019 года, с учетом принятого решения об индексации денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц, увеличится на 4,3%. А военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%. А вот получить кредит в банке теперь станет сложнее. Если сумма займа составляет от 10 тысяч рублей и более, банки обязаны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика при рассмотрении его заявки. Долговая нагрузка должна учитываться и в других ситуациях. Например, если банк решает увеличить лимит по кредитной карте своего действующего клиента. На практике новые требования могут означать, что для наиболее закредитованных россиян новые кредиты могут стать недоступными. Максимум, на что сможет претендовать человек, уже перегруженный кредитами, микрозайм до 10 тысяч рублей. С этого года Центральный банк вводит показатель предельной долговой нагрузки. Он издал инструкцию, в соответствии с которой банки должны будут учитывать ежемесячные платежи по кредиту или займу. И эти ежемесячные платежи не должны быть более чем в 2 раза по отношению к семейному доходу. То есть, если вы получаете в семье 100 тысяч рублей в месяц, то, соответственно, платежи по кредиту, займу не должны превышать 50% от этой суммы, 50 тысяч рублей. Они могут превышать, но по таким кредитам Центральный банк будет требовать формирования повышенных резервов. Зато отстаивать свои законы и права теперь станет проще. Уже с 1 октября откроются окружные суды, апелляционные и кассационные. Они нужны, чтобы оспорить решения нижестоящих инстанций и при этом избежать предвзятости и давления, которое может быть оказано на судей. Для этого обращения будут принимать в других регионах и рассматривать не одним судьей, а полным составом судей. Новое, что в этой судебной реформе, это введение принципа сплошной кассации. Если раньше кассация была выборочной, то теперь этот принцип сплошной кассации предполагает рассмотрение всех жалоб непосредственно с участием граждан. Мы полагаем, что защита законных интересов граждан, юридических лиц посредством введения этих новых судов значительно повысится. С 1 октября, согласно поправкам в Трудовом кодексе, сотрудники смогут подавать заявления на отпуск и увольнение в электронном виде. Наниматель обязан принять такие заявления. Со следующего месяца меняются и правила оформления дорожно-транспортного происшествия по Европротоколу. Чтобы зафиксировать ДТП, обязательно потребуется система ГЛОНАСС или специальное мобильное приложение. Разногласия участников ДТП более не препятствуют оформлению Европротокола. С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. В документе нет определения открытого огня, но, по всей видимости, к нему можно отнести зажженную спичку или зажигалку. В МЧС подтвердили, что запрет таким образом касается и курения на балконе. Правило распространяется также на комнаты в общежитиях и гостиничные номера. Штраф за нарушение составит до 3000 рублей. А если оно привело к пожару, до 5000 рублей. В случае серьезных последствий возгорания нарушителю может грозить уголовная ответственность. Основная цель поправок в постановлении правительства Российской Федерации
преследует цель формирования культуры безопасности и культуры потребления табака. С 1 октября повышается ставка НДС при реализации пальмового масла – 20% вместо 10%, а налог на реализацию фруктов и ягод снизится на 10%. Эти изменения могут привести к росту цен на кондитерскую продукцию и снижению на плодово-ягодную. Еще одно налоговое изменение затронет россиян, которые путешествуют по стране на самолетах. Авиаперелеты внутри России в обход Москвы и Подмосковья станут дешевле. С 1 октября 2019 года вводится нулевая ставка налога НДС на авиабилеты при перелетах внутри страны, без пересадки в столице. Это одна из мер, с помощью которых государство стимулирует развитие внутреннего авиасообщения между провинциальными городами. С начала октября начинает работать и закон о хостелах. Гостиничные услуги больше нельзя предоставлять в жилых помещениях. Это не означает, что хостелы не смогут располагаться в многоквартирных домах. Такое возможно, но статус помещения должен быть переведен в нежилое. Речь не идет о частных каких-то постройках, о тех помещениях, которые выведены в нежилые помещения, на первых этажах имеют отдельный вход. Это, пожалуйста, это как бы бизнес людей, они никому не мешают, у них есть отдельная возможность туда пропускать гостей. Но когда создаются хостелы внутри 16-этажного дома, допустим, и неизвестно, какие там персонажи постоянно пользуются всей инфраструктурой многоквартирного дома, а жители, естественно, против, их просто никто не спросил, никто не поставил в известность, никаким образом их мнение не учли. И мы считаем, что таким образом их права нарушаются. Поэтому такое решение было принято. С 1 октября будет введен новый закон, нацеленный на обеспечение безопасности в интернете. Вся почта, переписки, письма и вложения будут храниться на сервере организации, предоставляющей интернет-услуги гражданам в течение 30 дней. Ежегодно срок будет увеличиваться на 5%. Данное нововведение позволит сотрудникам спецслужб получать доступ к перепискам и письмам граждан в короткие сроки без препятствий. Амина Бокова, Новости 24.